Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за раздел «Научные открытия и технологии». В этом суммативном оценивании мы будем работать по двум навыкам – чтение и письмо. Прочитайте тексты «Есть ли жизнь на Марсе?», и второй текст называется «Гравитационные волны». Прочитайте эти два текста и выполняем задание. Сравните содержание текстов. Определите тему, идею, стиль, жанр, тип, языковые особенности текстов. Значит, вы заполняете таблицу по критериям сравнения. Основная тема, идея текста, языковые особенности текста, стиль текста, жанр текста и тип текста. Какова основная тема этих текстов, ребята? Первый текст «Есть ли жизнь на Марсе?» Тема текста о жизни на Марсе. Гравитационные волны о гравитационных волнах. Идея текста. Наличие воды на планете открывает множество перспектив. Это открытие позволяет с помощью таких приборов, как LIGO, в перспективе определять и следить за событиями огромных космических масштабов. Языковые особенности текста. Значит, сочетание стандартных средств выражения и выразительных эмоциональных единиц языка. Во втором тексте много терминов, доказательность, подчеркнутая логичность. Стиль текста. Первого текста стиль публицистический, второго текста научный. Жанр текста. Первый текст – это газетная статья, второй текст – научная статья. Тип текста – рассуждение и описание. Напишите текст публицистического стиля, объем 50-60 слов, послание-призыв, на тему «Вперед к вершинам науки». Соблюдайте особенности стиля. Наука – неотъемлемая часть нашей жизни. Это вид познавательной деятельности, с помощью которого человек получает знания об окружающем мире, общественном строе, то есть обо всем том, что его окружает, является частью существования. В современном мире представить жизнь без науки совершенно невозможно. Наука помогает обществу развиваться. У каждого из нас есть уникальная возможность внести свой вклад в науку, разработать лекарства от неизлечимой болезни, разгадать все секреты Вселенной, создать что-то новое в сфере педагогики. Я всегда радуюсь новейшим достижениям в науке и мечтаю, чтобы открытий было как можно больше. До свидания, ребята. До следующих встреч.